Поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нам с благом. И все, что он заповедовал нам, приказывал нам, в этом есть благо. И то, от чего остерегал нас, в этом тоже есть благо. И то, чему учил он, в этом тоже есть благо. И то, чему он учил, как молитва, дуа у Аллаха Субхану, просить у Аллаха Субхану ва Тааля, в этом тоже есть благо для нас. Поэтому мы должны изучать сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и делать дуа то, что учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В одном из таких молитв пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма инни аудуби миналь мункаратиль ахляки валь ахмали валь ахваи валь адава». «О Аллах, я прибегаю к Тебе от дурных нравственных качеств, деяний, пристрастий и болезней». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе упомянул 4 вещи, которые приводят человека к гибели. То есть и в этом есть благо знать их и остерегаться их. И в первую очередь просить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля остерег нас от этого. Потому что без помощи Аллаха Субхану ва Тааля мы бессильны. И очень много примеров, где даже пророки Аллаха Субхану ва Тааля просили у Аллаха помощи, сказав, что без твоей помощи мы собьемся. Поэтому в первую очередь мы должны просить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах уберег нас от этих 4 вещей. И стараться делать причины, чтобы быть далекими, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом дуа упомянул эти 4 вещи, показывает, что в этих 4 вещах есть опасность для нас. И первое, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь упомянул, мункарат аль-ахляк, то есть то, что является дурными нравственными качествами. И мы понимаем, что понятие ахляк, как нравственные качества, бывают хорошие и плохие. И хорошее – это проявление веры. То есть если в человеке есть хорошие нравственные качества, то это как лакмусовая бумажка в человеке, что в нем есть вера, и она сильна. Если же в человеке есть плохие нравственные качества, то это показатель того, что уровень его имана слабый. То есть если человек не количество намазов, не количество постов показывает уровень твоего имана, а именно нравственные качества. Потому что мы видим из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что человек может ночами молиться, может держать пост, но быть неприятным, приносить вред людям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, касательно таких людей говорил, то, что они заслуживают наказания в аду. Как в случае, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди и сказали: «Я Расулуллах, есть женщина. Она ночами молится, то есть тахаджуд читает, помимо 5-кратной молитвы, еще ночью вычитывает намази. Днем она постится, то есть дополнительные посты, но тем не менее она приносит вред своим соседям, то есть людям она приносит вред». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля хайра фиха хия мин ахлин нар». В этой женщине нет добра, в этой женщине нет хайра, она из обитателей ада. Поэтому, какая бы у нас большая борода ни была, какие бы мы с хушуом намаз не читали, если мы люди не обезопасены от нашего зла, то в этом нет для нас пользы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: «Хотите ли я сообщу вам, кто из вас благой, а кто из вас плохой? Благой из вас тот, от кого ожидаешь благое, и не опасаешься от его зла». То есть, если человек от вас не ждет ничего плохого, и наоборот ждет от вас хорошее, это доказательство, пример, или, как, повторюсь, лакмусовая бумажка, показывает, что это человек благой. А плохой – это тот, от кого не надеешься на хорошее и не находишься в безопасности от его зла. То есть ты можешь читать намазы, ты можешь держать пост, но ты вредишь людям. «Ля хайра фиха», как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этой женщине нет хайра. Поэтому мы должны понимать, что ахляк – вот именно то, что является показателем нашего имана. Когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошли люди и сказали: «Я Расулуллах, что больше всего заводит людей в рай? Что является основной причиной того, что люди входят в рай?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тахваллах ва хуснуль хулк». Богобоязненность Аллаха, то есть мы боимся Аллаха, и благой нрав. 2 вещи. Боязнь Аллаха и благой нрав. Более того, человек за счет благого нрава может получить и в раю положение выше. Не просто в рай попасть, а и в раю возвыситься. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом сказал в хадисе, который приходит у Абу Дауда: «Поистине верующий человек благодаря своему хорошему нраву достигает степени того, который много постился и выстаивал ночные молитвы».
То есть именно благодаря хуснул хул, красивому нраву, человек поднимается до уровня того, кто дополнительно постился и дополнительно читал ночные намазы. То есть Аллах Субхану ва Тааля благодаря этому нраву возвышает этого человека. Поэтому мусульманин должен понимать, то, что когда в нем есть проявление плохого нрава, это показывает то, что иман его еще не дошел до нужного. То есть человек должен стараться исправлять свой хул. И об этом первым просить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах исправил, отдалил от нас именно вот этот плохой нрав. Потому что, как Умар ибн Абдаль-Азиз, его слова были то, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в вопросах богобоязненности не считали, что проявление богобоязненности – это дополнительные молитвы и дополнительные посты. То есть они молились меньше вас, ночных молитв, и меньше поддержали пост. Но для них богобоязненность проявлялась в том, что они не вредили своим братьям своим языком. Потому что ты можешь прийти в судный день с постом и с молитвами, но твой язык все это уничтожит. Поэтому мусульманин должен обращать внимание на свой хулк. Истинный мусульманин – это не тот, кто, повторюсь, там, внешность, может быть, с бородой ходить или постоянно говорить «Субханаллах», но тем не менее вредить людям. Это не есть качество лучше хорошего мусульманина. Хороший мусульманин может, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит, мягкий для людей, тихий, спокойный, от которого не ждешь ничего плохого. Вот это и есть пример, эталон истинного мусульманина, который боится Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, о чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мункарат аль-амаль, то есть запретные деяния. И ученые скажут, что в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул о больших грехах. Потому что есть большие грехи, есть малые грехи. И ученые скажут, что большие грехи Аллах не прощает, если человек только не раскается в них. И хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о том, что пятикратная молитва, джума, все, что совершается между постами Рамазан или от хаджа к хаджу, Аллах прощает малые грехи, если мы будем отдаляться от больших. Поэтому мусульманин должен стараться отдаляться от больших грехов, а малые, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля по своей милости будет прощать нам по причине наших намазов, тахаратов, уразы, джума намазов или хаджи и умры, если человек их совершает. И также должны понимать, что большие грехи – это не только то, что мы делаем своими руками. Это также есть деяния в сердце, которые тоже являются большими грехами, такие как надменность, высокомерие, зависть, от которых тоже мусульманин должен стараться отдаляться. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о третьем он сказал то, что дурные пристрастия, хава, страсть. То есть мусульманин не должен руководствоваться страстью. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране, упоминая страсть, всегда говорил в отрицательном, то есть в плохом значении. То есть мусульманин не должен следовать за своей страстью, если только это не в рамках шариата. То есть если мы слепо следуем за своей страстью, то мы собьемся. Как об этом Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, сура Асад, 26 аят: «Не следуй за своей страстью, ибо она собьет тебя с пути Аллаха. Поясни тем, которые сбились с пути Аллаха, сильное наказание за то, что забыли они день расчета». То есть мусульманин должен холодной головой понимать, вот эта вещь разрешенная, это запрещенная. Поэтому, когда человек не имеет знания, джахиль, то есть невежда, он руководствуется своей страстью, своим нафсом. И, соответственно, этим человеком легче управлять, этого человека легче сбивать. Опять же, возвращаясь к тому, что мусульманин должен получать знания, должен изучать свою религию и понимать, где есть халяль, где есть харам. А это, опять же, возвращаясь к книге Аллаха Субхану ва Тааля и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, опять же, нам нужно для этого знания. И четвертое, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это дурные болезни. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предписывал нам просить у Аллаха Субхану ва Тааля уберегать от плохих болезней, таких как лепра, рак, проказа, другие серьезные болезни. То есть мы просим у Аллаха Субхану ва Тааля. Опять же, можно привести параллели, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не просите битвы, то есть не просите войны. Но если Аллах дал, то проявляйте терпение. То есть Аллах Субхану ва Тааля может испытать нас этим, и в этом есть милость. Но просить мы сами не должны этого. То есть, потому что, опять же, возвращаясь к хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что Аллах не возлагает на душу то, что мы не в состоянии поднять. Поэтому, если мы берем в религии что-то, то есть
обязательные части, есть желательные, есть хорошие. То есть, как получается, фард, ваджиб, сунна, мустахаб. И если кто-то для себя возьмет и сунны сделает для себя обязательным, эта религия его победит, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть человек не в состоянии будет ее выдержать. Поэтому не просите для себя испытания. И когда один человек болел очень сильно, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, придя, услышал его дуа, в котором он сказал: «О Аллах, дай мне испытание в этом мире, не оставляй это на судный день». То есть просил сам эту болезнь. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно разозлился. И он сказал: неправильно. То есть ты совершаешь ошибку. Проси дуа: «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана». Проси и в дунья хорошее, и в ахирате хорошее. Но если Аллах субхану ва тааля уже испытал, мы просим у Аллаха субхану ва тааля, просим хорошее, просим, чтобы Он нас уберег от войны, от голода, от болезни. Но если Аллах испытывает нас этим, то Аллах и дает нам силу для этого. Потому что ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха. Аллах не возлагает на человека то, что он не в состоянии поднять. И об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: величина награды зависит от величины несчастья. Если Аллах возлюбил каких-то людей, то подвергает их испытаниям. То есть если уж Аллах субхану ва тааля испытывает нас какой-то болезнью, то только по милости. По причине этого испытания, этой болезни, Аллах субхану ва тааля прощает наши грехи. Но в основе своей мы должны просить у Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах уберег нас от этого. То есть мы не должны просить, чтобы дай Аллах в этом дунье болезнь, чтобы не осталось на ахирате. Потому что правильные, как и сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности Абу Бакр, сказал: я хотел бы, чтобы Аллах субхану ва тааля и здесь уберег меня от этого. То есть не испытывал меня испытаниями, а простил так. Мы просим у Аллаха субхану ва тааля. Но если уже Он дал, то это по милости Аллаха. Мы проявляем хороший, красивый сабр, терпение. И по причине этого, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, человек не будет то есть Аллах будет продолжать испытывать своего раба. То есть давать ему проблемы, испытания, болезни до такой степени, что этот человек будет ходить по земле безгрешным. То есть какой бы тяжесть ни была наказание в этой дуне, испытание в этой дуне, оно ничто в сравнении с наказаниями и испытаниями судного дня и ада. Когда мы знаем, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что даже огонь в этом мире прибегает к Аллаху субхану ва тааля, то есть просит защиты у Аллаха от огня ада. То есть даже огонь этого дуни не сравним с огнем ада. Поэтому одно из значений хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что это дунья сиджин, то есть тюрьма для мусульманина и рай для неверующего. То есть одно из значений, то есть там много объяснений этого хадиса, одно из значений этого хадиса о том, что как бы тяжело не жил, или как бы хорошо не жил мусульманин в этом мире, как бы это хорошо не жил, то есть все бы не имел, в сравнении с раем это будет тюрьма. И как бы плохо не жил неверующий в этом мире, в сравнении с джаханнамом, адом, это будет рай. Поэтому, если Аллах субхану ва тааля посредством этого дуня, испытания в этом мире простит наши грехи, то в этом милость Аллаха субхану ва тааля. Мы должны это понимать и проявлять терпение. И об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: как удивительное положение мусульманина. Когда к нему приходит благая весть, он делает шукр, благодарит Аллаха субхану ва тааля за это. И это милость, хорошо для него. Если же для него приходит испытание, он проявляет терпение, то есть красивое терпение. Он не говорит за что, он проявляет терпение. Альхамду, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Все мы от Аллаха и к Аллаху возвращаемся. То есть, как опять же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, терпение в самом начале. Вот когда молотком по палец ударил, вот именно вот в этот момент, что ты скажешь? Вот именно в этот момент, если ты сдержался и сказал альхамду лилля, иншаллах, по этой причине Аллах простит твои грехи. Он говорит, человек, к которому приходят проблемы, он проявляет терпение, и это хайр для него. Поэтому в основе мы просим у Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах уберег нас от плохого ахляка, плохих деяний, от плохих болезней и от плохих страстей. И стараемся также делать причины для того, чтобы уберечь, чтобы Аллах субхану ва тааля уберег нас от этих деяний, которые приводят нас к погибели.